информации по уведомлению нашей никакой нету, то есть никто официально нас не уведомлял о этих, так сказать, событиях. Но появилась информация так скажем, в официальных информационных агентствах, и поэтому мы решили прореагировать, хотя я, насколько знаю, ни посольство Абхазии, России в Абхазии не имеет информации, потому что по информации, значит, которую мы получили от исполняющего обязанности президента, что он сделал, соответственно, запрос в МИД Абхазии и получил такой ответ, что информации официальной нету. Но так как официальные информационные агентства это не, так скажем, не анонимные, потому что я здесь хочу разделить, потом анонимные, когда дают информацию, на них можно не реагировать, это там, черный пиар постоянно, поэтому мы решили отреагировать и сделать несколько заявлений, которые мы считаем правильными для того, чтобы разъяснить ситуацию и объяснить свою позицию тоже. Ни в коем случае мы здесь не хотим, так скажем, там, оправдываться или говорить, что, знаете, что-то мы о чем-то жалеем и так далее. Мы всегда действовали в интересах своей родины, своей страны, и ничего за рамки этого мы никогда не действовали, тем более там, в ущерб Российской Федерации. Мы занимаемся политикой уже давно, можно сказать, наверное, с сознательного возраста с ним. Сейчас я говорю непосредственно за него и за себя. Молодыми мы войну прошли, это тоже политика, это никак не может быть просто игрой, зорницу или так далее. Мы сознательно отдавали свои жизни за свою страну. После войны Ливан избирался в парламент, занимался политикой. Я после некоторое время пошел в большую политику. Я осознавал, что политика всегда связана с некими рисками для человека, который на самом деле занимается политикой не просто сотрясать воздух, а быть полезным для своей страны, для своего народа. Как только ты становишься очень, так прямо, скажем, становишься в ряд патриотов, ты становишься в ряд тех людей, которые рискуют своей жизнью и вообще всеми теми, что ты имеешь на тот момент. Это может быть семья, карьера, твоя жизнь и все остальное. Мы на это, я насколько понимаю, Ливан и я, мы всегда были на это готовы. Теперь касаемо нашего, непосредственно нашего вопроса. От того, что нет неофициальных документов, для нас это тоже очень показательно, потому что мы знаем точно, что мы лишены, но почему-то Российская Федерация нам не представляет, может быть, через дипломатические каналы или еще через кого-то, или на официальных сайтах, во всяком случае, Краснодарского ФМС, должны были вывесены быть, что мы лишены, и самое главное, за что лишены. Некоторые там формулировки есть такие, что мы там, наши действия мешают безопасности Российской Федерации. Честно говоря, у меня вопрос к этим людям, а какой закон, Ливан, вы нарушили Российской Федерации, или я, какой закон Российской Федерации мы нарушили? То, что у нас двойное гражданство, мы граждане в Абхазии, мы занимаемся здесь внутри нашей внутренней политикой, это кого вообще должно касаться. Я, насколько помню, в Российской Федерации максимум, что я мог нарушить, это превышение скоростного режима на машине, за которое я часто платил штрафы официальные. Более я не помню, чтобы я нарушал законы Российской Федерации. И здесь формулировки, которые появились, у нас тоже люди есть, которые могли проверить, перепроверить. Мы тоже не без, как говорится, схожные, не бесхозные. Мы людей попросили, эта информация проверена. Другой вопрос, мы официально бумагу не можем получить. Почему, тоже вопрос. Здесь тоже у меня есть свои мысли, но сейчас я не буду это развивать. Я не буду третьего человека называть, он, может, не хочет, я с ним не согласован, но
Сегодня 3 гражданина Абхазии, 3 патриота, а я себя считаю патриотом, я считаю патриотом Ливана, я считаю этого парня третьего, который пока, может, не хочет себя называть, может быть, он сам потом изъявит желание, но мы его хорошо знаем, патриота, ветерана войны, все награждены, Ливан, герой Абхазии, в конце концов, я, орден Леона, награжден орденом Леона. Я, насколько знаю, третий парень наш тоже награжденный. Вот 3 патриота, как и граждане Абхазии, так и были мы все 3 гражданами России. Все 3 сегодня лишены. Это такой, знаете, факт, который не могло не насторожить ни нас, ни абхазское общество. Потому что все 3, во всяком случае 2 из 3, вот я и Ливан, занимаемся политикой. Сегодня у меня такое ощущение, что быть патриотом, быть абхазом и любить свой народ, народ Абхазии, я именно не оговариваюсь, говорю народ Абхазии, а не Абхаза только народ именно Абхазии в целом. И защищать его интересы, это трактуется как, видимо, угроза национальной безопасности России. Очень жалко, очень сожалею, что именно так некоторые чиновники в России трактуют все то же самое, что чем занимаются они сегодня. Просто у нас есть моменты, где мы считаем, что вот в этом вопросе ущемлены сторона, абхазская сторона. Мы говорим, давайте сблизим наши позиции, давайте, чтобы эти позиции были обе стороны устраивали. Мы всего лишь говорим о консенсусе, где должно, движение быть двухстороннее между Россией и Абхазией. Нет, нас хотят надломить, нас хотят заставить. Нет, как вот они считают, что это правильно. Но мы, если так не считаем, это не значит, что мы враги России. Удивительно, когда меня обвиняют так негласно в антироссийских настроениях. Недавно есть на моем канале, слава богу, эти службисты, которые сегодня такое решение принимали, все наши каналы просматривали. Вот когда выбирали Владимира Владимировича Путина после голосования, журналисты, вы знаете всех там политиков, мнение спрашивали. Я тогда, не скрывая, сказал, что я как раз таки, может, это неэтично было вообще говорить такие вещи, но я не постеснялся, сказал, что я проголосовал за Владимира Путина, потому что считаю, что это единственный пока политик в России, который может еще всех нас, как говорится, вывести на более высокий уровень и жизни, и в моральном, и в материальном, и политическом плане. И на фоне этого меня называть антироссийским, настроенным политиком, вообще нонсенс, да. И вот в сфере этого, на фоне всего вот этого, да, происходящего, я считаю, что мы, как народ, мы, как государство, должны были насторожиться. Кто-нибудь из сегодня наших оппонентов, политики, или наших недругов, или наших друзей, или наших коллег в Абхазии, кто-то сомневается, что я или Ливан, что мы не патриоты, что мы не любим свою страну. Так за что нас лишили? Это же, понимаете, не просто лишили российского гражданства. Нам его дали сперва, а сейчас лишили. А вы знаете, лишая гражданства России, тебе запрещают въезд в страну, через которую единственная связь со всем миром. То есть тебя изолируют. Это не очень хороший факт, это может быть иметь последствия. И в этот момент молчит наш МИД, молчат политики. К сожалению, молчат пока мои коллеги, хотя некоторые мои коллеги собирались прийти на прием посольства России в Абхазии, где посол сказал, вы не мой уровень, чтобы я с вами встречался. Вы понимаете? Он думает, что Абхазия ему досталась по наследству. И мы халуи здесь его. Вот такое отношение началось к абхазам у себя в стране. Люди должны чуть позадуматься. Будущий президент, который будет избран,
должен поднять на более высокий и качественный уровень наши отношения с Россией, который Жаня опустил ниже плинтуса, который собирал расстрельные списки абхазов и отдавал в Россию. И доказательством тому стало наше досье, которое мы нашли в администрации президента. Правильно ли, Иван? Досье на очень людей, которые, знаете, заслужили уважение в Абхазии. Уважаемые люди, политики, даже действующие депутаты, военные, вообще все те, кто что-то представляет из себя в Абхазии, на всех были собраны досье. Эти досье понятно, куда уходили. Вот чем занимался этот, так скажем, президент. И не без его помощи сегодня вот эта вся ситуация сложилась. Мы так расцениваем, что была значит, экс-президентом такая политика, которая, значит, привела на самом деле к ухудшению российско-абхазских отношений. Мы это видим по социальным сетям, где очень сильно вот такой негатив в отношении Абхазии сегодня там проявляется. А на самом деле источник именно экс-президент, который вот российскую тематику он, значит, начал использовать для решения внутренних вопросов. И здесь клевета, которая им использовалась, это только клевета. Там нету ни на чем не основанная клевета в этих анонимных каналах. Она вот вылилась сегодня в это. И здесь я бы хотел несколько таких вот. Первое обращение сделал. Первое, конечно, все, я считаю так, продолжая этот разговор, что все кандидаты в президенты должны по этому факту все-таки высказаться, дать свою оценку происходящему. Потому что, как уже было сказано, это касается не только нас троих, да, ветеранов войны, это касается всего народа, потому что в дальнейшем таким методом, люди, которые занимаются внутренней политикой, на них можно оказать давление. Поэтому я считаю, каждый из кандидатов должен отдать оценку и высказаться по этому поводу. Вмешивать, значит, да, нашего стратегического союзника в наше внутриполитическое противостояние, это, значит, то есть раскачивать общую нашу лодку под названием Абхазия, и раскачивание это всегда плохо, оно может привести к очень плохим последствиям. Поэтому, мне кажется, мы, да, ну, что здесь, значит, что нам предъявляют, да, например, то, что говорится о том, что мы организаторы, участники 15 ноября, да, отставки, так скажем, экс-президента. Но, извините меня, они также приходили во власть такими же методами, и никто их не лишал за это гражданства, да, и никто не вмешивал тогда Россию в этом процессе. До этого это было, то есть это неоднократно. Что сейчас? Почему сейчас наша внутренняя политика стала, значит, наши внутренние политические такие вот, значит, противостояния вылилось в такое, где наш союзник участвует в этом? Я думаю, что это, конечно, с подачи... Вмешательство внутренние наши дела, да, вот что. Да, а я считаю, что это с подачи, я уверен, что это с подачи экс-президента все происходит, его, так скажем, месть, но это для всей Абхазии, для всех патриотов, для всех, кто хочет позитивного будущего для Абхазии, это для всех, для нас очень плохой прецедент. Мы вот вдвоем, я думаю, что и общество, многие нас будут поддерживать, мы хотим реально услышать мнение всех
кандидатов в президенты. Я более еще хочу добавить. Не только кандидатов в президенты, и вице-президенты. Почему я это говорю? Я даже усмехаюсь, потому что часто вице-президенты становятся исполняющие обязанности президента. То есть они могут соприкоснуться с этой властью, такой священной, да? И на самом деле в этот момент нам важно, каждый из этих депутатов, то есть кандидатов в президенты, примеряющие кресло президента, потому что они говорят, что они готовы взять обязательства, серьезные обязательства по защите, значит, народа Абхазии, страны. И в этот момент будущие президенты, да, мы хотим знать, какое отношение к этим процессам у них. И я думаю, что просто отмолчаться ни у кого не получится.